Башкирские полицейские разыскивают 17-летнего мошенника, который умудрился всего за 3 месяца обмануть около 40 человек и выманить у них более 8 миллионов рублей. Сняв роскошный офис, он обещал доверчивым покупателям автомобили из Америки по весьма низкой цене. Пока клиенты ждали прихода парома, на котором везли уже оплаченные машины, мошенник тратил их деньги в ночных клубах. Азамат Саликов попытался узнать, куда он скрылся. Я вчера пыталась несколько раз звонить ему, но он не ответил. Галина Евгеньевна не скрывает, сына она не видела с лета. Где он теперь не знает и общается с ним только по телефону. У нас односторонняя связь. Говорю же, как, мам, дела? Нет, не думай, я у тебя неплохой. Я все равно докажу, что я, в общем, чего-то стою в этой жизни. После того, как Андрей стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, о нем написали все местные газеты. Судя по фотографиям, 17-летний подросток вовсе не скучает. Вместе со своей девушкой они охотно позируют на фоне дорогого джипа. Но впечатление, что жизнь удалась, все-таки обманчиво. Андрей уже несколько месяцев находится в федеральном розыске. Расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, которые заключали договора на поставку автомашин из-за границы, при этом не имея намерений исполнить данные договорные обязательства. Мы были удивлены, что, скажем так, один из фигурантов данного дела являлся несовершеннолетним. Касьянова подозревают в организации фирмы, которая кинула несколько десятков человек по всей России. Жители Уфы, Казани, Омска, Сургута и даже Петербурга откликнулись на объявление, которое Андрей со своими помощниками размещал в интернете о якобы продаже автомобилей из Америки. Свое дело вчерашние школьники организовали на широкую ногу, арендовав целый этаж в этом престижнейшем бизнес-центре Уфы. Обстановка офиса, шикарная мебель, дорогая оргтехника, многочисленные сотрудники – все это, чтобы у потенциальных клиентов не возникало сомнений. Они имеют дело с солидной фирмой. Фаильбаев внес предоплату за годовалый Форд в тот же день, когда увидел объявление. Теперь он потерпевший и до сих пор не может понять, как его обманул обыкновенный школьник. Я об этом узнал по интернету на сайте Авито. Там увидел дешевые машины, сумма недорогая, машина новая. И заманило меня это. В этот же день я приехал и оформил, составил договор. Дар убеждения, о котором говорят все без исключения обманутые клиенты, позволял Андрею Касьянову и его друзьям несколько месяцев открыто и безнаказанно вести бизнес. Клиентов они кормили обещаниями, что нужно немного подождать, пока машины из Америки прибудут на пароме. Естественно, что никаких автомобилей не было, а деньги подростки спускали на развлечения, регулярно наведываясь в дорогие рестораны и ночные клубы города. За одну ночь компания могла спустить сразу несколько сот тысяч рублей. Беззаботная жизнь продолжалась до тех пор, пока очередной клиент, уставший ждать, наконец не обратился в полицию. Я одного не понимаю, как могли люди, вообще здравомыслящие люди, доверять ему. Потому что это, во-первых, мальчишка. В школе, где учился Андрей, настоящий переполох. Здесь о его истории теперь знает каждый. Хотя учителя говорят, каких-то особых воспоминаний о себе подросток не оставил. Учился он на среднем уровне, а если и отличался от остальных детей, так это большой фантазией. Миллионы. Что у меня там папа каждый день по ресторанам меня возит, что у меня там все замечательно. Вот какие-то вот такие моменты. То есть мечтал о хорошей жизни? Мечта, да. Возможно, именно грезы о веселой жизни толкнули Андрея на преступление, а может быть, виной всему стала его возлюбленная, девушка, с которой Касьянов исчез в неизвестном направлении. О роковой красавице с фотографией известно, что она старше подростка на 10 лет и работала в той же фирме, получая повышенную зарплату. Во всяком случае, из кассы пропали почти 8 миллионов рублей, именно в тот самый день, когда парочка пустилась в бега. Азамат Саликов, Сергей Шелепин, Земфир Абзалов, Вести, Уфа.